Для нас и то, и другое выгодно, потому что таких земель достаточно много. Достаточно много. Это значит, либо стоимость кормов будет снижаться, потому что будет предложение, либо нас попросят, чтобы мы ее обрабатывали за приемлемую цену. Александр Репин, собственник крупного агрохолдинга, считает, что принятый закон поможет его бизнесу. У предприятия имеется 6 тысяч гектаров пахотных земель, необходимо еще более 10 тысяч. И они вполне могут найтись у тех, кто ведет себя как собака на сене. В смысле, имеет сельхозугодие, но ничего с ними не делает. Штрафные санкции увеличиваются в разы. Поэтому сегодня актуальной становится тема ответственности для граждан, юридических лиц, которые в свое время скупили землю, но не используют ее по назначению. По данным Россельхознадзора, всего в крае 250 тысяч гектаров посевных площадей. Из них только 16% под пашней. Остальная земля не используется по целевому назначению. Именно такие участки Россельхознадзору предстоит теперь выявлять активней. Если земля заросла или не возделывалась в течение 3 лет, владельцу придется раскошелиться. Если человек имеет, земельный участок, который он не обрабатывает и который он не планирует обрабатывать, рано или поздно он все равно попадет в поле нашего зрения. Мы все равно выявим этот участок. Лучше от этого участка, естественно, либо его продать самостоятельно, либо от него отказаться. Тем, кто купил сельхозугодия для того, чтобы перевести их под другое назначение, например, строительство жилья, тоже не позавидуешь. Процесс этот не быстрый. Пока бумаги будут оформлены должным образом, штраф могут выписать не раз и не два. Я должен буду эту землю тоже обрабатывать, этот маленький кусочек тоже что-то делать, как сельхознаправление, до тех пор, пока не смогу ее освоить каким-то другим образом, или там строительство, или еще что-то. Подводных камней здесь очень много. К примеру, нет четких критериев, кого и за что конкретно можно штрафовать, с какой площади и стоимости земли исчислять штраф, а там, где нет четких критериев, появляется обширное поле для коррупции. В России проверяющий всегда сильнее того, кого проверяет. Может так решить, а может эдак. Так что станут ли в итоге у нас больше пахать и сеять, вопрос открытый. Ильдар Аюпов, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.